Я вот долго думал над примером, который бы показал разницу в отношении журналиста к описываемым событиям тогда и после Советского Союза. Я вот вспомнил, наверное, мало кто помнит, что в Сыктывкаре в 1985 году был этап Кубка мира по лыжным гонкам. Единственный раз. Вот. Сейчас такое представить невозможно. Сейчас эти этапы проводятся на суперсовременных европейских и так далее, азиатских и американских стадионах лыжных. Вот. А тогда проводился вот в 1985 году. У нас в Сыктывкаре приезжали все абсолютно звезды мирового лыжного спорта, в том числе Гунде Сван, который, был в то время король лыж. Вот. Выступала еще Раиса Сметанина, Василий Рочев, Бажуков не помню. Может, тоже выступал еще, вот, а может, уже и нет. И вот этот весь цвет лыжного спорта собрался в Сыктывкаре. Ну, соответственно, наряду с журналистами центральных советских СМИ, там газеты «Советский спорт», еще какие-то там издания, и наши журналисты были привлечены. Вот я работал в пресс-центре. Пресс-центр — это громко может быть сказано по нынешним временам. Тогда такая деревянная изба была или дом, вот, рядом с основным зданием, где спортсмены переодевались, там готовились к стартам. Вот такое небольшое помещение. Вот. И, значит, однажды во время гонок милиции было много, очень много милиции в этом оцеплении трассы. Вот. Трибун не было, а был такой косогор, там, он сейчас остался. И вот все зрители на этом косогоре располагались и болели, смотрели за гонками. Вот. И на этом косогоре как раз такой, не цепью, но в определенном порядке стояли наши милиционеры. Вот такие в тулупах тогдашних, потому что, по-моему, холодно было, зима. Вот однажды в пресс-центр заводят швейцарскую лыжницу. Я сейчас не помню ее фамилию, но помню, что она даже какое-то место там заняла. Участница гонок, вот, ее заплаканную заводят милиционеры, например. И у одного из них в руках фотоаппарат. Вот. Она кричит там «Speak English, please». Естественно, никто там «Speak English» не мог в то время. Вот. Милиционер, значит, доказывает, что она снимала несанкционированно милицию, гонку с этого вот косогора. Вот, и обязана вытащить пленку и отдать ему, конфисковать. Она упирается, скандал, значит, он силой открывает у нее этот аппарат, не помню в каком звании, там, по-моему, или капитан, или майор даже, вот, засвечивает это, в общем, шум, гам, прибегают какие-то переводчики, еще все это увели, все, вот. Я, журналист, сижу, наблюдаю эту сцену. Ну, не только я, как все, кто там находились. Вот. Что бы было в 90-е годы? Естественно, через какое-то время, интернета тогда не было, на следующий день в газетах бы появилась подробная информация вот об этом скандале на Кубке мира. Вот, понимаете? Тогда мы писали, вот все флаги в гости к нам, вот элита, цвет мирового спорта собрался в Сыктывкаре, прошли такие гонки, победили те-то, вот, наша Раиса Сметанина, там, и так далее. Вот, все это прошло в дружеской атмосфере, там, спорт, там, это мир и тому подобное. Вот. Примерно такие репортажи были. Не то, что мы боялись написать вот об этом инциденте, да, а мы просто не могли представить, что об этом можно писать. Потому что были заданы строгие рамки. Вот это
ну, не знаю, политикой партийной, или как это сказать. То есть журналистика была совершенно другой. Вот если почитать газеты, я уже не говорю 30-х годов, там вообще брак полный, ну, даже вот там 70-х, 80-х годов, до перестройки и гласности, и почитать газеты 90-х годов, ну и нынешние тоже некоторые, то это, ну, день и ночь.